Добрый день, уважаемые болельщики. Мы ведем свой репортаж с молодежного спортивного комплекса «Горняк». Сегодня здесь начинаются решающие игры открытого первенства города Рудного по мини-футболу. Сегодня начинается стадия полуфинальных игр. Вот первая полуфинальная игра. Встречаются команды «Достык», команда темного цвета, и команда «Каскыр», команда красного цвета. Составы играющих сегодня команд. Команда «Достык», Жабаршин Наурузбек номер 12, Балкашев Олжас номер 11, Кубжасаров Рашид номер 10, Ищанов Сункар номер 2, Байжанов Нурбулат номер 52, Жанахметов Тайлак номер 8, Муканов Ильяс 28 номер и Минайдаров Бекзат 53 номер. Команда «Каскыр», Кенисбаев Айтуар 99 номер, Зархунов Атабек номер 9, Жаксыбаев Клыкбек номер 8, Ойнаров Берегбол 29 номер, Жаксылык Улы Арман 89 номер, Пелевин Сергей номер 1, Алаяров Эдуард номер 22, Асимбеков Жан-Султан номер 14. Итак, матч начался. Напоминаем, что это стадия полуфинала. Здесь не может быть ничей. Если будет зафиксирована ничья, команда будет пробивать после матчевой пенальти. Пелевин на месте. Команда «Достык» начала игру агрессивно. Сразу вошла в зону и пробила. Каскыр. Следует отметить, что команды уже встречались на стадии отборочных соревнований, предварительных игр в группах. Тогда команда «Достык» выиграла. И следует сказать, что команда «Достык» очень опытная. Это команда кустанайская, участница многих соревнований, как областного уровня, так и республиканского. Команда постоянно участвует в Астане, в соревнованиях под эгидой Астана Футбол Лигас. Многократный участник. То есть команда очень опытная, сыгранная. Команда «Каскыр» тоже участница многих игр, в том числе и областного, и республиканского уровня. То есть сегодня встречаются две команды опытные, играющие, мастеровитые. В командах много молодых ребят. Так, мяч пошел на аут. Достык вводит мяч, Достык сразу овладел территорией. Успешно начинает проводить комбинации. На ударную позицию вышел город отлично. Ой-ой-ой. И счет открыт. Муканов Ильяс после отличной комбинации открыл счет 1-0. Впереди команда «Достык». Достык продолжает атаковать, несмотря на то, что ведет в счете. Продолжает команда наращивать свое преимущество, хотят ответная атака команды «Каскыр». Поворотом пробил Жаксыбаев, Олукбек, мяч выше ворот пошел.
нарушение правил. Первый ход у команды Каскар. Нарушили правила против Жанахметова Таилана. Аут. Команда Достык вводит мяч. Вратарь подключается к игре. Ищанов Сункар. Нет, вратарь на месте остался. Без него команда Достык разыгрывает. Чуть-чуть неточная передача получилась у команды Каскар. На дальнюю стойку хотел. Напрашивалась передача чуть-чуть неточно. Ну, Каскар играет строго в обороне, надеясь на контратаки. Достык владеет территорией. Проводит свои атакующие действия. Позиционные атаки постоянно хоть. Ищанов начинает опять. Жабаршин Маурбек с мячом. Не получилось даже передачу Достыка. Угловой. Команда Достык вводит мяч с угла поля. Еще один угловой и с другого угла. Нурбол Байжанов вводит мяч. Передержал мяч. Атабек Зархунов и мяч опять Достыка. Сережа Пелевин, голкипер многоопытный команды Каскар, подсказывает игрокам, чтобы не передерживали мяч. Да, с такой командой, как Достык, это чревато. Лучше играть. Лучше коллективные действия. Тут тяжело с такой командой играть, потому что мяч постоянно у них. 10-й номер вышел на ударную позицию. Кубрасаров Рашид пробил поворотом с носка, но выше ворот. Пелевин вводит мяч. Атабек Зархунов начинает атаку. Чуть-чуть не получилось опять. И вот контратака Достыка. Плохой момент был у Алаярова Эдуарда. Не попал он по мячу, но тем не менее угловой. Каскар вводит мяч с аута, с углового. Первый удар поворотом. Стор ворот. Жансултан Асимбеков пробил, но вратарь на месте.
Опять Достык с мячом, и опять они свои неспешные комбинации проводят. До верного разыгрывает. Очередная перспективная атака. Ой-ой-ой. Второй гол. И опять Муканов Ильяс после отличного розыгрыша проводит второй мяч. 2-0. Впереди команда Достык. Команда Каскар берет тайм-аут. Да, надо что-то сейчас делать, потому что Достык играет очень организованно. Команда техничная, постоянно владеет мячом. Контроль мяча полностью на стороне кутанайской команды. Каскару удается только редкие контратаки. Редкие контратаки. За все это время был только один удар в створ ворота несет. Надо что-то придумать. Посмотрим, что сейчас придумает команда Каскар. 2-0. Отличный удар сейчас нанес поворотом Жансултан Асимбеков. С трудом Ишанов Сункар парировал мяч. В нижний угол влетел. Пелевин Сергей подключается к атаке Каскара. Алаяров забрал мяч. Аут. Опять мяч Достыка. Сункар Ишанов мячом немножко потрогал мяч. Каскар опять пытался в контратаку сыграть, но не получилось. Каскар подключает Пелевина опять Сергей. Еще один удар. Створ ворот. Сункар Ишанов пробил. Очень остро сейчас тоже. 14 номер пробил поворотом. Это Жансултанов. Несколько раз он атакует. Достык выходит из обороны. Фол. Нарушили правила. Команда Каскар нарушила правила. Мяч у команды Достык опять. 12 номер с мячом. Наурузбек Жабарин. Очень уверенно владеет мячом гости. Ай-яй-яй, ошибка вратаря. Байжанов Нурбуладес на бровке. Контролировал мяч, а вот черт. Сорвалась атака. И вперед пошел Каскар, но не получилось не быстро войти в зону. Еще один удар. Опять все тот же активный Асимбеков. Жансултан пробил поворотом выше ворот. Вот как выход из обороны, организованный из-под прессинга. Команда Достык за счет точных быстрых передач, смены позиции. Легко они вышли из зоны и быстро вышли из-под прессинга и провели очень перспективную атаку. Немножко не получилось у них. Пелевин сыграл самоотверженно. Очень
Мастеровитый соперник попался Каскару. Но шансы есть. Надо бороться. Угловой. Достык разогрет мяч. Не поняли друг друга сейчас игроки Достыка. Ой-ой-ой, как перехват. Перехват мяча. Выходил к воротам Нурбулат Байжанов, но не переиграл. В очном поединке Сергей Пелевин, опытный Пелевин, выиграл дуэль. Много брака. Команда Каскар. Побыстрее играет. Команда Достык быстрее думает. Быстрее все делает. За счет быстроты действий и быстроты принятия решений. Успевают. Нарушение со стороны команды Достык. Желтая карточка. Игроку команды Достык. Эмоции. Изменился игрок, получил желтую карточку. Да, горячится. Можно понять игроков команды Каскар, они проигрывают. Нервничают немного. Игра складывается пока не очень для них удачно. Отсюда и вспышки эмоций. Вот пошла ответная грубость. Нарушили правила против Бекзата Минайдарова. И уже желтую карточку получает игрок Каскара. Номер 8 это Улугбек Раксыбаев. Вот этот совсем ни к чему не нужная здесь была грубость на ровном месте. Правильно подсказывает Сергей Пелевин. Давайте играть в футбол. Это фолы, они сейчас команде Каскар не нужны. Им нужно спокойствие, чтобы переломить ход поединка. Давай. В окружении двух игроков был Бекзат Минайдаров, но тем не менее прорвался и пробил Сергей Пелевин. Выручил команду с убойной позиции белый игрок Достыка. Вот хорошо опять разыграли. Очередная атака Карычанов в игре. Ой-ой-ой, ошибка вратаря. Не точно сыграл сейчас Улугбек Раксыбаев. Тяжело было с острого угла пробить Айтуару Кинисбаеву, но тем не менее нанес удар. Позиция была очень тяжелая. Фол. Команда Каскар начинает так вот.
Опять не точно. Брака много все равно в игре. Каскеры суетятся, ребята торопятся. Ошибки. Итак, первый тайм завершен. 2-0 впереди команда Достык. Благодаря их поддержке проходит это соревнование. Так, открытое, еще раз повторяю, открытое первенство города Рудного по мини-футболу, в котором участвовал 10 команд на предварительной стадии. Вот, 10 команд. Вот, 10 команд были разбиты на 2 подгруппы. Вот. После предварительных игр в подгруппах по круговой системе. Вот. 2 последние команды покинули турнир. 2 последние команды, это у нас Олимп и команда Югра, покинули турнир. И дальше началась стадия плей-офф. Вот. На стадии плей-офф 8 команд по олимпийской системе выявляли тех, кто проходит стадию полуфинала. И вот сегодня мы смотрим тоже игры полуфинала, решающие матчи, еще раз повторяю. Вот первая полуфинальная пара — это команда Достык, город Кустанай, и команда Каскер, город Рудный. Обе команды, еще раз напоминаю, опытные. Вот команда Достык — участница и соревнований областного уровня, республиканского уровня. Команда постоянно выступает в Астане, соревнованиях под эгидой Астана футбол лигасы, под эгидой других организаторов. Команда Каскер тоже участвует и в областных соревнованиях, и республиканских. То есть команды очень опытные, вот, мастеровики. То есть уровень соревнований, уровень открытого первенства по мини-футболу города Рудного очень на высоком уровне. Много команд высокого уровня, что только придает зрелищность этому турниру. Главным организатором, главным судьей соревнований является старший тренер молодежного спортивного комплекса «Горняк» Евгений Вячеславович. Отличный удар нанес поворотом Пелевина Бекзат Минайдаров. Сергей Пелевин в очередной раз вручает свою команду. Напоминаю, счет этой встречи 2-0. Впереди команда Достык. Посмотрим, как будет складываться события во втором тайме. Пока Достык продолжает владеть территориальным преимуществом, проводить очень острые атаки с выходом на ударную позицию. Пока ничего не могут поделать. Ой-ой-ой. Отличный удар нанес сейчас Муканов Ильяс. Защитник вытащил из ворот. От третьего мяча спас команду. Пошел индивидуальная игра. Пол. Команда Достык зарабатывает. Высокого роста. Муканов Ильяс. Ярко выраженный столб, но очень легкий, техничный, быстрый. Вообще команда Достык выглядит очень симпатичная. Ребята все быстрые, играющие. Хорошо работают с мячом. Чувствуется, что команда очень опытная. Каскер с мячом. Арман Заксой выбыл с мячом. Каскер в атаку. Опять не получилась передача. Вот на завершающей стадии у Каскера неточные передачи, браки, все срывается. В этом отношении Достык более привлекательный. Очередная атака Каскера. Нарушение правил.
толчок спины. Страшный удар сейчас пробьет Каскар. Посмотрим, как команда разыграет. Страшный удар. У мяча Берегбол Ойнаров. 29 номер. Сильный удар с левой ноги. Но вратарь на месте. 24 номер, прошу прощения. Опять Ойнаров с мячом. Хорошо начали. Ничего не было. Потерял мяч. Нормально. Гол. Все. Пожалуй, это гол руки. Голый момент. Перед этим было нарушение. Фол. Это зарабатывает команда Достык. Достык ведет 2-0. Но тем не менее команда не играет по счету, можно сказать. Она не сушит игру. Постоянно они идут в атаку, и атаки довольно-таки острые. Вот очередной удар, и опять Пелевин выручает. Со штрафного пробил. Нанес удар по вороту мощный. Мощный удар Тайвань нанес, точно удар, но Пелевин на месте. Ближе, пацаны, давайте ближе. В одном касании Пелевин опять. В одном касании была передача на третьего, на Кугасарова. Пелевина переведел. Красиво играет команда Достык. Все в одно касание, все быстро. С мячом это хорошо. Единоборство. Выигрывать не мешает. Саута будет команда Достык. Давай, пацаны, давай. Байжан наводит мяч. Минайдаров с мячом. И подключаются. Ужасно. Подключили Сункар. Сункар сыграл не точно. Как начинает свою атаку. Не точно. Давай. Неточная передача. Опять Сункар начинает. Сейчас. Команда Каскар начинает атаку. Не смогли выйти
из своей зоны. Прессингует команда Достык, не дает перехватить инициативу команде Сумкар. Грибовой народ. Пробил. Мяч ушел на аут. Довольно грамотно и плотно играет в обороне команда Достык, не дает ничего сделать. Пелевин подключился к атаке. Ой, хорошая, ну. Отличная. Ай-яй-яй, хорошая была атака. Но вратарь Ищанов Сумкар выручил команду. Хорошо разыграл Сумкар после подключения Пелевина. С выходом на ударную позицию игрока, но вратарь вытащил. Ой, отлично. И тут же ответная атака, вернее повторная атака, и Алаяров Эдуард в дальний угол точно пробил. Счет становится 2-1. Так, 2-1. Впереди команда Достык. Все-таки настойчивые атаки команды Каскар привели к успеху. Сократили они отставание в счете 2-1. Тем временем судья объявляет уже, что команда Каскар уже 5-й фол зарабатывает. Следующий 6-й фол уже команда будет Достык пробивать с 10-метровой отметки. Пацаны, дайте мяч! Дай мяч! В команде Каскар нельзя уже нарушать правила. Будет опасно. Опять Пелевин подключается. Не точно сыграл Сергей. Как же так? Хорошо выручил оборона. Каскар рвется вперед. 3-3. Ой, здорово. Не точно пробил Жан-Султан. Жан-Султан Асимбеков. Растерялся парень. Оказался на убойной позиции. Не знал, что делать. То ли отдавать пас, то ли бить. В итоге мяч ушел никуда. Ой, Достык стал ошибаться. Отлично. Прорвался по краю. 8-й номер Улыкбек Жаксыбаев. Буквально продрался, сделал передачу, но завершения не было. Немножко стал нервничать команда Достык. Появились ошибки. Стали ошибаться. Вот опять очередное нарушение. Фол. Байжанов нарушил правила. Каскар Пелевина Сергей опять подключает. Хорошая передача была, но прервали защитника. Каскар опять с мячом. Каскар. Пелевин опять. Каскар разыгрывает. Отличный удар нанес Береговой народ. Здорово. Справа. Фланга сместился в центре, левой ногой нанес отличнейший удар, но мяч рядом, прям со стойкой прошел дальний. Тем временем нарушение. Контратака была команды Достык и нарушение. Это шестой фол. И нарушение правил. Напоминаем, что это 6-й фол. И команда Достык пробивает дабл пенальти. Поскольку нарушение было ближе, чем 10 метров, то по правилам они могут пробить с того места, где было нарушение. Ильяс Муканов
увеличивает счет 3-1. Да, вот так вот опытный Достык наказал. Каскар увлекся атакой и получил разящую контратаку, в результате которой было нарушение. 3-1. Вперед выходит команда Достык. Да. Опытная команда. Но ничего еще не потеряно. Нарушение. Фол. Команда Каскар с мячом. Да, было нарушение. Молодцы, команда Каскар. Продолжает бороться. А опять неточная передача. Еще один фол, да. Опять дабл пенальти. Но сейчас уже будет с 10-метровой точки отбиваться. Напоминаю, счет 3-1. Впереди команда Достык. Интересная игра, очень. Я думаю, зрителям очень, болельщикам, многочисленным очень интересно наблюдать это противостояние. Отлично Сергей Пелевин выручил. Бил поворотом. Исполнял дабл пенальти Жан-Ахметов Сайлан, но Сергей Пелевин выручил команду. Многоопытный Пелевин выручил команду. Достык рвется вперед. Минайдаров неточную передачу сделал. Каскар идет вперед. Продолжает бороться команда. Зачем уходи оттуда, блядь? Пацаны, вы что, первый раз играете? Сергей Пелевин воодушевляет свою команду активными действиями. Сам рвется вперед. Товарищи свои за собой только призывает. 3-1. Тайм-аут берет команда Каскар. Напоминаю, счет 3-1. До конца второго тайма еще есть время. И в футболе все может решиться в течение буквально 1 минуты. Поэтому шансы у команды Каскар есть еще. Я думаю, последние минуты этого поединка будут такими же интересными, напряженными и зрелищными. Сергей Пелевин опять начинает атаку. Пальнаров. Потерял мяч. Как Сыбаев убил. Ильяс Муканов опять очень опасно пробил. Напомню, что Ильяс Муканов сегодня трижды отличился. Хет-трик в исполнении Ильяса. Вот. Причем Эдуард Алаяров не точно сыграл. Очень тяжело было. Находился в скоплении игроков Эдуард. Не точно сыграл. Тем временем Каскар выпускает 5-го полевого игрока. Один выше, значит. Вот туда ушел, к нему. Опа! Да, пускай. Заходите. Ну-ка, шире. Зархунов Атабек в роли 5-го полевого игрока. Угловой зарабатывает команда Каскар. Здорово. Не получился последний пас, проникающий не получился. Перехватила команда Достык. Каскар опять с мячом.
Пелевин Сергей вышел. Здорово. И неточный пас. Что значит? Слабый пас был. Не дошел до Пелевина мяч. Перехватила команда Досык. Борьба. Хорошо поборолся сейчас. Асимбеков. Султан. Каскар с мячом опять. Опять Пелевин начинает. Времени все меньше и меньше остается. Ой, здорово. Ай-яй. Здорово все было сыграно. Немножко. Ой, хорошо. Прям Пелевин увидел. Увидел хорошо Лукбека Жаксыбаева. Выручил. Выручил сейчас в упор поворотом бил. Но выручил вратарь. Ищанов Сункар. Сункар выручил. И звучит финальный свисток. Первая